Звонкий детский смех и буквально несколько минут на игры. В Кольчугинской крымско-татарской школе учебный день в самом разгаре. Свои кабинеты школьники знают наизусть, но есть тайная комната – школьная библиотека. Кладезь знаний, фантастики, классической и научной литературы работает под чутким руководством его блюстительницы. Я работаю в школе уже 13 лет, школьным библиотекарем. Работа мне очень нравится. Все здесь вот Суснеся Джелиловна, директором школы, с нуля, можно сказать. В свое время учителя и родители сами приносили книги, буквально собирали библиотеку по крупицам. Потом в 2011 году выиграли грант, и книгохранилище пополнилось самыми разными экземплярами. Теперь постоянные читатели – работники школы, педагоги и ученики. Мне именно нравится вся эта атмосфера, ходить в библиотеку, читать, искать эту всю информацию, чем в интернете. На полках красуется методическая и художественная литература. 8 тысяч учебников, 2 компьютера с доступом в интернет. Учащиеся могут получить всю необходимую информацию для использования на уроках. Библиотека была открыта в 1994 году. Тогда же и появились первые книги. Общий фонд составляет почти 12 тысяч экземпляров. Из них четверть написана на крымско-татарском языке. Общая численность читателей – 367 человек. Из них 318 учащихся, 36 учителей и 14 работников школы. И родители, и учителя, и дети могут в любое время пользоваться услугами библиотеки, потому что кроме всей литературы, которая есть выражена в учебниках и в книгах, у нас подключен интернет и могут использовать этот ресурс тоже как для получения информации. Международный день школьных библиотек отмечается во всем мире каждый 4-й понедельник октября с 1999 года. Ценители печатного искусства стараются напомнить остальным о значимости книги в жизни каждого, будь то любимая сказка или биография известного героя. Марина Соловьева, Асан Ибрагимов, телеканал «Милет».